أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатухум. Альхамдулилля, мы с вами продолжаем изучение составных частей намаза. И до этого мы с вами говорили про шурут, про условия. Это те деяния, те действия, которые делаются до намаза. И эти шесть деяний, 6 аспектов, которые мы с вами затронули, необходимо, чтобы они были выполнены, дабы наш намаз, наша молитва была действительной. И мы с вами сказали, что если эти условия, хотя бы одно из них, если нарушено, то в этом случае намаз недействителен. И мы совершаем намаз, дабы этот намаз был действительным, совершаем молитву, чтобы молитва была действительной, чтобы Аллах принял. И более того, мы стараемся, чтобы намаз был наилучшим. И для этого, конечно же, мы должны знать, из каких частей состоит намаз. Есть у нас условия намаза, о которых мы с вами поговорили. Сегодня, иншаллах, поговорим про аркану саля, про составные части самого намаза, то есть 6 вещей, которые находятся внутри намаза. А дальше, иншаллах, мы с вами перейдем к ваджибату саля, ваджибы, необходимые вещи. Как уже было сказано, с одной стороны, мы печемся о том, чтобы намаз был действителен, чтобы он был принят, и чтобы этот намаз стал причиной прощения грехов, причиной, по которым Аллах, иншаллах, приблизит нас к себе. И в то же время мы изучаем эти аспекты глубоко и подробно. Для чего? Дабы понимать, что нарушает, что не нарушает. Потому что есть люди, которые посещают какие-то мысли в намазе, и они сразу же что делают? Сразу начинают перечитывать. Там чуть-чуть сделали какое-то лишнее движение, и они что делают? Намаз прерывают, намаз заново начинают делать. И таким образом эта цепочка, она может длиться бесконечно, до тех пор, пока человек либо не устанет от намаза, либо до тех пор, пока человек не разочаруется в намазе. И таким образом, упаси Аллах, шайтан может его сбить с истинного пути. Поэтому аль-ильму нур, как сказал имам Малик, рахимахуллах, аль-ильму нур, знание является светом, по которому Аллах что делает? Нас ведет. Бисмиллахи рахмани рахим. Значит, аркану саля, рукан, аркан – это столпы намаза. То есть то, из чего состоит намаз. 6 вещей, которые мы с вами рассмотрели, они совершаются до намаза. Как уже изначально я вам говорил, представьте себе, что мы готовимся к намазу. И что мы делаем? Совершаем омовение. Если нужно, меняем одежду, стелим коврик, направляемся в сторону Каабы, ждем наступления времени намаза и совершаем намерение на тот или иной намаз. И таким образом 6 вещей, которые идут до того, как мы войдем в намаз. Теперь, что касается внутри намаза. Значит, внутри намаза по ханафитскому мазхабу также имеется 6 столпов, 6 обязательных вещей, которые необходимо что делать? Соблюдать. Необходимо, чтобы они были выполнены, дабы наш намаз, наша молитва была действительной. Если же что-либо человек пропустит, то в этом случае намаз нарушается. И необходимо что делать? И необходимо этот намаз переделать. Но есть вещи, которые можно восполнить. Это уже ваджибы. О которых мы с вами будем говорить чуть попозже. Просто к слову скажу, что если нарушен ваджиб, если оставлен ваджиб, тогда мы в конце намаза совершаем 2 искупительные саджды. И таким образом, что мы делаем? Искупляем это упущение. А что касается рукнов, арканов, то в этом случае что? В этом случае
мы не можем восполнять, потому что пропущен рукн, пропущен столб намаза, пропущена составляющая часть намаза. Их тоже 6. Это тахрима, это вступление в намаз, это киям, стояние в намазах фардах, намазах ваджибах, это чтение что-либо из Корана, это поясненный наклон ар-руку', это 2 зимних поклона, суджуд или саджда называем, и аль-куудуль ахир, и последнее сидение перед тем, как выйти из намаза, дав салям. То есть 6. Первое, рукнуль ауаль ат-тахрима называется. То есть первый столб намаза, первая составляющая намаза, что внутри мы делаем. Вот смотрите, что получается. Мы с вами совершили омовение, подготовились к намазу, и мы вступаем в намаз. Мы вступаем в намаз. То есть это вступление в намаз считается чем? Считается обязательной составляющей намаза, ибо если мы не вступили в намаз, тогда что? Тогда намаз недействителен. К примеру, человек, допустим, забегает в мечеть, и он так сильно торопится, чтобы не опоздать на коллектив, то есть он видит, что коллектив уже совершает намаз, и он, допустим, они уже, допустим, сидят, и он может подумать, что они вот уже заканчивают намаз, и он так сильно спешит, что даже забывает вступить в намаз. Он что делает? То есть подбегает и сразу садится, без вступления в намаз. Если вступления нет в намаз, тогда что? Тогда и намаза нет. И поэтому первое называется вступление или же тахрима. Тахрима означает запрещение. Запрещение. То есть мы все-таки переводим как вступление в намаз, чтобы было понятно. Но почему же называется тахрима? Возможно, слово тахрима для вас есть знакомое слово харам, запретно. То есть когда человек вступил в намаз, другие его деяния становятся для него запретными. То есть он поглощен целиком, и душой, и телом, и словами, и делами поглощен в намаз. И другие дела ему делать, другие поступки ему совершать уже является харам, тахрима. Тахрима вступление в намаз, и это тахрима совершается искренним поминанием Аллаха, искренним чистым поминанием имени Аллаха. Чуть-чуть забегая вперед скажу, что в намаз мы вступаем со словами Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллах велик. Аллах велик. Так вот, если человек вступит в намаз со словами бисмилля, ну, допустим, давайте представим себе, что человек, который редко совершает намаз, он, может, даже представления не имеет о намазе, но приезжал мимо мечети, он считает себя мусульманином, он приезжал мимо мечети и зашел в мечеть, и он просто там увидел, что люди стали на намаз, он подошел и сказал, например, там увидел, как люди поднимают руки, да, он говорит, бисмилля. В этом случае он в намаз не вступил. Почему? Потому что бисмилля – это просьба о помощи, обращенной к Аллаху. Это не искренний зикр, это не чистый зикр, это не чистое богопоминание. То есть чистое богопоминание, чистый зикр означает отсутствие просьбы, например, в данном случае отсутствие просьбы о помощи бисмилля. Либо, например, человек там подошел, он, допустим, от бабушки услышал слова астагфирулла, астагфирулла, то есть прошу простить мои грехи у Аллаха, прошу Аллаха простить мои грехи. Вот так можно перевести астагфирулла. Он, допустим, зашел в мечеть, увидел, как люди поднимают руки, он что сделал? Или, допустим, увидел, что пришел к бабушке на лето, и он увидел коврик, он, допустим, подошел, видел, как бабушка совершает намаз, видел, как дедушка совершает намаз, он подошел, поднимает руки и говорит астагфирулла. Потому что ничего другого не знает. Так вот, слова астагфирулла не подходят для вступления в намаз. Подходят какие слова? Подходят слова Аллаху Акбар, Аллаху Архам, Аллаху Рахман, Ла Иляха Иллаллах. Но ваджибым, необходимым словом для вступления в намаз является Аллаху Акбар. Это уже ваджиб. Об этом, иншаллах, тоже скажем. То есть в данный момент я хочу донести до себя и до вас, что вступление в намаз происходит искренним поминанием, чистым поминанием Аллаха. И, коротко говоря, со словами Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вот мы же с вами сказали, что это является тахрима, запрещением других деяний.
И получается, человек вступил в намаз, ему запрещены все остальные деяния, он уже не может написать сообщение, он уже не может ответить на звонок, он уже не может там оборачиваться, кто там проходит, да? То есть он поглощен в намаз, и он поглощен в намаз до тех пор, пока не закончит этот намаз. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мифтаху саляти ат-тухур», ключом к намазу является очищение, «Ва тахримуха ат-такбир», запрещение намаза, вступление в намаз является слова ат-такбир, Аллаху акбар, такбир возвеличивание Аллаха, Аллаху акбар, Аллах велик, «Ва тахлилуха ат-таслим», и завершение намаза, таслим, слова, то есть когда мы в конце намаза что делаем? Говорим ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах. Несколько также еще аспектов по поводу вступления в намаз. Значит, по поводу слов Аллаху Акбар сказали, по поводу других слов сказали. Дальше что? Смотрите. Здесь очень такой важный момент, что эти слова тахрима, вступление в намаз должно происходить в состоянии стоя. То есть, если взять, допустим, каждый индивидуальный наш намаз, к примеру, дома, в мечети, где угодно, допустим, дома, мы что делаем? Совершили омовение, подошли к коврику, и что делаем? Входим в намаз. Мы стоя говорим Аллаху Акбар. Вступили стоя в намаз. И поэтому, возможно, у кого-то из вас возникает вопрос, а как же в другом положении читать такбир? Именно вступительный, именно тахрим, запрещение. Так вот, смотрите, такая вот картина. Человек, например, заходит в мечеть, он пришел на коллективную молитву, и заходит в мечеть, и видит, что имам находится в руку. Забегая вперед, скажу, если мы успели совершить руку с имамом, мы успели на этот ракаат. У нас еще будет отдельная тема коллективный намаз, но забегая вперед, если мы успели, допустим, заходим в мечеть, имам находится в положении руку, в положении поясного наклона, мы подошли, вступили в намаз и совершили руку, успели с ним хотя бы там несколько секунд, хотя бы секунду пробыть в руку, мы успели на этот ракаат. Поэтому человек заходит в мечеть, он видит, как имам и джамаат и коллектив уже сделали руку, и он бежит, дабы успеть на этот ракаат, и прямо что делает? Прямо на ходу он произносит вступительный такбир. Прямо на ходу входит в намаз. В этом случае он в намаз не вошел. Почему? Потому что вот этот такбир нужно произнести стоя. То есть человек подошел, сказал Аллаху Акбар, и дальше уже сделал руку. В этом случае это будет вхождение в намаз. Если же он сделал, допустим, подбежал, он сделал уже руку, и только потом такбир произносит, он в намаз не вошел. Поэтому какой итог? Этот такбир вступительный, тахрима, вступление в намаз происходит только в положении стоя. Дальше. Как и такбир, и чтение Корана должны произноситься так, чтобы сам молящийся сам себя слышал. Мы вроде как на это обращали уже внимание. Допустим, к примеру, человек, вот смотрите, я сейчас закрываю рот, я произнес такбир и даже произнес первый аят суры Аль-Фатиха. Но в этом случае что? Мы, получается, читали это в уме. Наши артикуляционные мышцы, они не двигались. Да, язык, возможно, двигался, но губы тоже являются частью артикуляционных мышц, которые, если что делать, произносят слова. Таким образом, если мы с закрытым ртом произносим какие-либо слова, в том числе вступление в намаз или чтение намаза, допустим, человек простоял весь намаз с закрытым ртом, его чтение недействительно. Почему? Он должен читать так, хотя бы сам себя слышит. Сам себя слышать нужно. Ученые обращают внимание, если, допустим, человек совершает где-то намаз, допустим, на стройке, где много шума, ему не нужно повышать свой голос, дабы себя услышать. То есть он читает обычно так, как он, допустим, говорит, обычно так, как он себя слышит. Дальше идем. Если же кто-то, допустим, если некто не может говорить, допустим, у него
какая-то болезнь, которая поразила язык, к примеру, если он, допустим, немой. В этом случае что? Ему достаточно шевелить языком, и более того, если он даже это не может, ему достаточно одного намерения вступления в намаз. Это вот первый столб, рукан внутри намаза. Обращу внимание, что некоторые ученые говорили о том, что вступление в намаз не является рукным, а является условием. Почему? Потому что человек еще в намаз еще не вошел, он только входит в намаз. Но поскольку этот тахрима, вступление в намаз, так близко к кияму, к следующему столпу намаза, к стоянию, поэтому он упоминается в числе столпов намаза. Но это, в принципе, дело не меняет. Почему? Потому что нам так и так это нужно соблюсти. Второй столб, рукн фани, это что? Это стояние. Но стояние, обратите внимание, в намазах фард, в обязательных намазах и в намазах ваджиб. В намазах фард, имея в виду, допустим, взять, утренний, не утренний, давайте обеденный намаз возьмем. У нас 4 сунны, 4 фарда, еще 2 сунны. То вот человек спокойно, без причины может что сделать? Может совершить 4 сунны и 2 последние сунны, сидя. Спокойно, без причины. Спокойно, без причины. Либо верхом, как делал пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Либо на машине, конечно, не за рулем. В машине, но не за рулем. А что касается самого фарда, обязательной части намаза, допустим, 4 раката фард обеденного намаза, 2 раката фард утреннего намаза, 4 раката фард, допустим, ночного намаза, или же ваджиб намазы, как витр намаз, или же праздничные намазы, они должны что делать? Они должны совершаться стоя. Поэтому стояние в фард намаза, в ваджиб намаза является рукным столпом намаза. Это на основании слов Аллаха «Астаиду билля вакуму лилляхи канитин». Стойте же. Аллах говорит, киям, именно стойте, стоять. Стойте же перед Аллахом канитин, покорными. И также пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, что он делал? Он все фард намазы до своей болезни совершал стоя. И также направлял своих сподвижников к этому, когда те приходили с разными вопросами. Например, однажды к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, пришел Имран ибн Хусайн, не Хусейн, а именно Хусайн через сад. И он болел, и он спросил, что у него болезнь, и спросил, как ему совершать намаз. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, «Салли каимен», совершай намаз стоя, «Фа иллям тастати фа каиден», если не можешь стоя, тогда сидя, «Фа иллям тастати фа аля джанбин», если же не можешь сидя, тогда лежа на боку. И несколько хукмов, несколько важных вещей относительно стояния. Что такое стояние? То есть, в принципе, каждый из нас представляет, каждый из нас, наверное, уже видел, и, иншаллах, каждый из нас практикует, что стояние в намазе, когда мы что делаем? Мы находимся в состоянии стоя, и вот таким образом совершаем намаз. В стоя происходит такбир, стоя происходит чтение Корана. То есть, полное такое выпрямление. Если вдруг человек болеет, например, он уже престарелый, к примеру, он очень много трудился в своей жизни, и у него имеется горб, он согнут, и даже смотря на этого человека, допустим, я представляю, видел несколько людей, они находились в положении, будто бы они совершают руку поясной наклон, то есть согнутый, ну, не на 90 градусов, может чуть меньше, но смотря на них, можно подумать, что они будто бы совершают руку. Но они вот так и ходят. Для этих людей стояние, вот их вот такое положение. Для этих людей стояние вот такое вот положение. Но как делать руку? То есть мы с вами знаем, что мы положение стоя и делаем руку. Эти люди, если они находятся всегда в таком положении, для них руку это и чуть большая амплитуда. То есть еще больше согнуться. Если человек уже не может уже больше согнуться, тогда он что делает хотя бы головой? Он голову опрокидывает вперед, то есть вниз получается, тем самым показывает, что он делает руку. Поэтому стояние для каждого человека как бы свое, то, что он понимает, то, что он принимает, то, что у него находится в постоянном таком состоянии. То есть это стоя для здоровья вот так, для больных это возможно вот так, для очень больных это возможно вот таким вот образом. Далее. Дальше что?
Значит, смотрите, если человек, к примеру, совершает намаз стоя, ну вот, допустим, возьмем людей, которые, может быть, страдают какими-то болезнями, люди, которые уже преклонного возраста. Бывает так, что у них сила уходит, бывает, что бывает прилив сил. И они в данный момент готовы совершить намаз стоя. То есть человек себя, допустим, бабушка, дедушка чувствуют себя хорошо, они совершают намаз стоя, положение стоя. И если во время намаза, я сейчас говорю про фарды особенно и про ваджибы, про сунны там гораздо проще, то есть это не так строго, спокойно можно сидя совершать. Фард, бабушка, дедушка почувствовали прилив сил, совершают намаз стоя, и во время совершения намаза стоя, не знаю, у них голова закружилась, и они почувствовали, что у них силы ушли, силы иссякли, и они понимают, что не смогут продолжить намаз стоя. В этом случае что? Если у них находится рядом там стульчик рядом с собой, они спокойно что делают? Сделали шаг вправо, к примеру, и сели на стул. Шаг вправо или шаг влево и сели на стул. Это не нарушает намаз. Шаг вправо, шаг влево это не нарушает намаз. Это малочисленные движения. И тем более это касается именно для намаза. То есть сделать шаг вправо и, допустим, сесть на стул. И совершает намаз в положении сидя. Если же, допустим, человек, например, начал совершать намаз сидя, и он почувствовал, наоборот, почувствовал прилив сил, и он совершает фард, то для него, конечно, нужно встать. Если он это чувствует, если он чувствует, что это может сделать, он встает и совершает намаз стоя, продолжает намаз стоя. Если же никакой прилива сил не было, тогда он что делает? Продолжает намаз совершать сидя. Поэтому итог какой? Фарды и сунны совершаются стоя. Фарды и ваджибы совершаются стоя. Это является обязательной частью намаза. Сунны, нафиль намазы, даже без причины, даже для здорового человека спокойно можно совершать сидя. Спокойно можно совершать верхом, спокойно можно совершать, когда, допустим, едем в машине, не за рулем только. Но в то же время говорится в хадисе «Саляту раджули каида нисфу саля». Молитва человека сидя – это как половина молитвы. Имеется в виду, ученый комментирует, что вознаграждение за это будет в 2 раза меньше, чем за положение стоя. Это один момент. Второй момент, что если человек болеет, тогда он спокойно совершает сидя. И фард намазы в том числе, и ваджиб намазы в том числе. Третий стоп намаза – кираату шей'ин миналь Кур'ан. Чтение чего-либо из Кур'ана. Чтение чего-либо из Кур'ана. Возможно, вы, может быть, читали какие-то книги, в которых было сказано, что чтение суры Аль-Фатиха является обязанностью, обязательным, но согласно ханафитскому мазхабу это не так. Согласно ханафитскому мазхабу, чтение чего-либо из Кур'ана. На это есть доводы из Кур'ана. Ученые ханафиты приводили аят. Этот аят сура Музаммиль. Аллах говорит: «Аста'иду билля факра'у ма таяссара миналь Кур'ан». Читайте же из Кур'ана то, что для вас не обременительно. Факра'у ма таяссара миналь Кур'ан. Читайте же из Кур'ана то, что для вас не обременительно. Это первое. Есть другие хадисы. Пример хадис. «Ля салята илля бикираатин». Нет намаза, кроме как со чтением, имеется в виду Корана. Либо в другом хадисе «Иля кумта иля саляти факаббир». Если ты встаешь, посланник Аллаха обращается к сподвижнику, если ты встаешь на намаз, то делай такбир, каббир. То есть возвеличивай Аллаха, скажи такбир, скажи Аллаху Акбар. Потом читай то, что не обременительно для тебя из Корана. И вот ссылаясь на эти доводы из Корана и на эти доводы из хадисов, ученые ханафиты сказали, что обязательным в намазе является чтение Корана. То есть, в принципе, все ученые сказали о том, что чтение обязательно внутри Корана, внутри намаза. Но ученые высказали разные мнения относительно количества, относительно некоторых сур. Ханафиты сказали о том, что-либо из Корана. Здесь в ханафитском мазхабе есть разные мнения относительно, сколько же минимально. Одни ученые сказали о том, что минимально это аят, который состоит из 6 букв. Я думаю, что многие, наверное, слышали и практически первыми заучивают суру Ихляс, после Фатихи. Куль хуаллаху ахад. Если, скажем так, взять любого этнического мусульманина и спросить, знаешь ли ты суру Ихляс, он
пусть даже с трудом, но скорее всего, процентов, наверное, 90 людей смогут воспроизвести слова «Куль хуаллаху ахад». Так вот, если он, допустим, в данный момент изъявил желание, я говорю, хочу совершать намаз, прямо сейчас хочу. А мы ему говорим, стой, стой, стой. Давай ты еще выучи фарды, условия, потом столпы, потом ваджибы, потом сунны, и только потом начнем совершать намаз. Это для него будет тяжело. И тем самым, что получится, возможно, мы отградим его от намаза таким поступком. Поэтому что можно спросить? Сможешь сказать «Куль хуаллаху ахад»? Да, говорит, смогу. Или человек, допустим, вот прямо перед вами принял ислам, говорит, я прямо сейчас хочу совершать намаз. Возможно, Аллах осчастливит каждого из нас, что мы станем причиной принятия ислама кем-либо, и он пожелает прямо перед нами прямо сейчас совершить намаз. И мы говорим ему, ты сможешь сказать «Куль хуаллаху ахад»? Он говорит, смогу. Или хотя бы «Куль хуаллаху», «Куль» две буквы, «Хуа» две буквы, «Аллах», так, раз, два, три, четыре буквы. «Куль хуаллаху ахад» получилось 8 букв. То есть мы уже влезаем в мнение ученых, скажем так, да? И он все, вот, оделся, совершил омовение, стал на коврик, например, направился в сторону Кабы, и Аллаху Акбар, куль хуаллах, а потом сделал руку, потом сделал суджуд, и таким образом он совершил свой первый намаз. Возвращаясь к мнению ученых, одни сказали, что минимально это 6 букв. Другие ученые сказали, что минимально хотя бы либо один длинный аят, либо 3 коротких аята. Но мы понимаем, что человек, который принимает ислам, скорее всего, наверное, будет уже изучать до этого. Возможно, принимая, может быть, уже выучить какие-то суры. Либо даже если он выучить суру, допустим, Ихляс, суру Фатиха, в принципе, несложно. За час можно справиться, наверное. Значит, первое, что чтение обязательно. Чтение обязательно. В каких ракаатах? Во всех ракаатах сунны намаза, витр намаза, нефиль намаза. А что касается фарда, то в первых 2 ракаатах. Но здесь уходит глубокое такое разногласие, именно уходит в усуль фикх. Коротко говоря, скажем, что мы совершаем чтение во всех ракаатах каждого намаза. Дальше. Второе. Значит, что необходимо? Необходимо чтение чего-либо из Корана. Минимум это 6 букв, по одному мнению, по другому мнению это 3 аята коротких. Например, самая короткая сура в Коране это сура Кауфар, изобилие. Третье, что? Чтение должно происходить так, чтобы молящийся, читающий сам себя слышал. Бихайфу ясмау нафсаху, чтобы сам себя слышал. Это то же самое, как с вступлением в намаз. Если у нас закрыт рот, я вот с закрытым ртом почитал 3 аята, это не чтение. Это просто мысли, это не чтение. Нам нужно читать так, чтобы мы сами себя слышали, чтобы артикуляционные мышцы тоже находились в движении. Дальше. И вот здесь как раз в этой книге подчеркивается, что недостаточно просто двигать языком. Потому что если мы просто языком движем с закрытым ртом, закрытыми губами, сомкнутыми губами, вот получается двигать языком? Получается. Но это не будет чтением. Почему? Здесь говорится то, что это имя убилькура. Это наподобие чтения, но это не чтение. Поэтому наши все артикуляционные мышцы должны двигаться во время чтения и такбира, и Корана. Следующий момент. Если кто-то совершает намаз за имамом, то ему, соответственно, с ханафитским фихом, ханафитским мазхабом, не стоит ничего читать. И это ссылается на хадис «Ман кана лаху имамун фа кираатуль имами лаху кираа». То есть, у кого есть имам, либо же другим словами, кто совершает намаз за имамом, кираатуль имам, чтение имама лаху кираа, считается его чтением. Поэтому, когда мы совершаем намаз за имамом, коротко говоря, забегая вперед, говорю, что нам достаточно сказать Аллаху Акбар в начале намаза и в конце салам алейкум рахматуллах, салам алейкум рахматуллах. И наш намаз действителен. Поэтому, если кто-то принимает у вас ислам, станьте для него имамом. Дальше. Еще такой важный момент. Чтение Корана в намазе
происходит только на арабском языке. Только на арабском языке. И во многих книгах прямо подчеркивается, что чтение Корана на другом языке, имеется в виду чтение перевода смыслов Корана на другом языке во время намаза, не считается чтением. Не считается чтением. Хотя некоторые упоминают, что имам Абу Ханифа, рахимахуллах, какому-то человеку сказал, что тебе читать Коран на своем языке, вроде как на персидском, можно внутри намаза. Но это было такое отдельное исключение, и это не распространяется на всех. Более того, когда дается фетва, обычно фетва дается конкретному человеку. Есть, конечно, фетвы такие общие, но есть фетвы бывают конкретные. Поэтому что? Поэтому чтение Корана внутри намаза действительно только на арабском языке. Только на арабском языке. Если человек действительно вообще никак не может, тогда что? Хотя бы ему нужно хотя бы выучить несколько хотя бы аятов. Вот таким вот образом он, иншаллах, исполнит столб намаза, то есть составляющую часть внутри намаза, обязательную часть. Далее у нас остается руку, поясный наклон, один поясный наклон в каждом ракаате, суджуды, 2 суджуда и последнее сидение. Но на этом у нас время заканчивается. Иншаллах, мы с вами продолжим это на следующих встречах. Вот хочу обратить внимание, что довольно подробно, на мой взгляд, объясняются эти положения, поскольку они очень важны, поскольку это является, скажем, некой такой важным фактором относительно действительности намаза. Поэтому попрошу, чтобы вы не просто прослушали, а прямо взяли листок бумаги, взяли тетрадь, выделили отдельную тетрадь, прямо так и назвали тетрадь намаза, к примеру. И все это что делали? Все это фиксировали, все это конспектировали. И пусть Аллах поможет и направит нас к тому, что Он любит и чем Он доволен. Амин. Джазакумуллаху хайран. Субханака ва хамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.